Добрый вечер. Вы смотрите проект «Якутия в деталях. Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Алкоголизм и наркомания, несмотря на большую профилактическую работу и огромный объем информации об их смертельной опасности, по-прежнему остаются актуальными проблемами нашего времени. Они касаются не только каждого человека, попавшего в круг зависимости, не только семей нарко- и алкозависимых, а в целом всего общества. Если обобщать широкими мазками, то можно сказать, что это болезнь всех и вся. О том, какие факторы толкают к пагубным привычкам, с какого возраста необходимо говорить с детьми на эту тему и о многом другом, мы побеседуем с врачом-психиатром, наркологом Якутского республиканского наркологического диспансера Петром Дичковским. Здравствуйте, Петр Афанасьевич. Здравствуйте. Общий, наверное, вопрос, насколько в Якутии, по данным вашего диспансера, распространен алкоголизм? Вообще у нас, если смотреть по статистике, то в России, в частности в Республике Саха-Якутия, практически одинаково. То есть нет такого сильного перекоса в одну сторону по алкоголизму или в другую сторону. Все в пределах того, что с каждым годом увеличивается число алкозависимых, наркозависимых, в пределах общей статистики Российской Федерации. А сколько это, если взять в цифрах? Приблизительно хотя бы. Это есть, вы да? в год имеете в виду? Да, по последнему году. Если вообще все брать, когда они приходят и в кабинет медицинского свидетельствования, и в стационарное лечение, то 15-16 в год людей, наверное, проходит. Это только по алкоголизму или это вместе? Нет, это все вместе. И алкоголизм, и наркомания. Такие вот. Вы сказали, что цифра, несмотря на всю профилактическую работу, она немного, но увеличивается. Какие наркозависимости, наверное, какие-то новые зависимости появляются в обществе? Вообще, если говорить по Республике Саха-Якутия, то у нас именно по употреблению наркотических средств это у нас марихуана и синтетические наркотики, МДПВ. То есть героиновая зависимость, они очень низкие у нас именно в республике. То есть ничего нового такого не появляется. Возможно, какая-то синтетика новая, что-то там делают новые препараты. Те же самые спайсы. Да, их практически уже не осталось. Если есть, то они уже совсем не похожи на старые спайсы. То есть там химическая структура полностью изменилась. А вообще, что подразумевается с врачебной точки зрения под понятием зависимость? Зависимость, вообще в психиатрии есть аддикция, например, химическая зависимость и нехимическая. То есть химическая — это у нас зависимость от алкоголя, от наркотиков, нехимическая — это от азартных игр, компьютерных игр, и смешанные есть, которые когда алкоголизм, то есть не алкоголизм, а зависимость от еды. А вот именно в наркологии, то это получается хроническое заболевание, которое следствие длительного злоупотребления алкоголем. То есть длительное время он злоупотребляет, и там уже идет и нарушение здоровья, психики, и социальная адаптация уже нарушается. А если игровая, та же самая зависимость? Там больше не химическая, то есть уже психическое уже идет нарушение. То есть уже, человек, как можно сказать, повержен к этому, который подвержен к этому, то ему очень легко, получается, сесть на этот. То есть быстрые деньги, это получается у него нарушения социальные, скорее всего, у него проблемы с работой. И все вы знаете то, что в социальных сетях, в интернете очень часто рекламируют хорошую жизнь, легкий заработок, и люди на это, ведутся и хотят быстро, прямо сейчас заработать деньги. Из-за этого они теряют деньги, они хотят это отбить, и то есть у них получается как снежный ком. Замкнутый круг, который, к сожалению, приводит только к более худшим последствиям. Да. А что касается наркотических веществ, вы сказали, что почти нового не появляется, за исключением, может, какой-то части того же самого спайса. А то, что новое появляется, насколько, возможно, быстрее зависимость появляется или более агрессивная реакция организма на введение этих препаратов? Вообще, да. То есть, если говорить о том, что появляется ли зависимость с первого раза употребления наркотиков, да, появляется. И именно от наркотиков. То есть человек может один раз попробовать, и сразу же после этого он уже, уже зависим. Это очень быстро проявляется. А какие факторы все-таки влияют на силу зависимости? Вообще, считается, есть генетическая предрасположенность. Если, например, в семье есть человек, который злоупотреблял,
там отец, мать, дедушка, бабушка, то считается, что ну, примерно 30% того, что ребенок тоже будет зависим уже. То есть такая предрасположенность есть. Ну и туда же, конечно, входит и социальное. То есть как он вообще, какого его окружение, с кем он общается, профилактику родители проводят или нет, то есть разговаривают об этом. Бывает ли у них, то есть ребенок маленький, сидит, смотрит, как родители каждые праздники, у них, ну не праздники, а застолье просто. И считается ли для него это нормой? То есть для него праздник — это вот употребление алкоголя или нет? То есть это такие вот, ну, обширная тема. То есть есть, да, как бы есть предпосылки, генетические в том числе, но она не стопроцентная. Если, например, родители при ребенке не пьют, родители говорят об этом с ранних лет, о том, что да, действительно такое есть, о том, что может быть произойти зависимость, какие плохие, ну, то есть негативные факторы, что приводит к этому. Если показывают, рассказывают, то, скорее всего, это может нивелироваться. То есть, но если об этом не говорить, о том, что они сами показывают пример, то, скорее всего, да, ребенок тоже вследствие станет либо алкоголиком, либо наркоманом. Ну, когда вы общаетесь со своими пациентами, вы собираете наверняка анамнез жизни. Да, конечно. Вот они сами рассказывают о том, что да, у меня родители пили, например. Ну, некоторые рассказывают, конечно, но когда мы собираем анамнез жизни, мы говорим, ну, во сколько лет вы в первый раз выпили, во сколько раз покурили, во сколько раз попробовали наркотики. Они говорят, там, ну, примерно там, 14-15 лет попробовали алкоголь, табак начали курить с 13 лет. Ну, это получается школьное время, когда они вот именно пытаются социализироваться, найти свое место, как-то, ну, то есть в определенной иерархии своей. Ну, а то, употребляли ли родители, но мы спрашиваем вообще наследственные какие-нибудь такие, то есть отец болел или ну, то есть алкоголизмом или наркоманией. То есть они могут сказать да, нет, то есть это уже с их, ну, со слов. Расскажут или не расскажут, то есть ну, не допытываем. А вот если взять соотношение мужчин и женщин среди пациентов, насколько чаще у той или иной категории проявляется и насколько зависимость у мужчин и у женщин разная? Или в целом одинаково влияет и алкоголь, и наркотики на организм? Ну, если вообще смотреть по стационару, который к нам приходит на лечение, то, конечно, мужчин намного больше. Но у женщин как проявляется? Они, ну, как бы, они более скрытные сами. И тема алкоголизма, она такая табуированная, ну, то есть никому не расскажешь. И они больше привержены тому, что они пьют дома одни, никому не рассказывают. А мужчины, ну, то есть, и все же говорят то, что вот, о, женщина пьет. Ну, то есть такое вот в народе ходит. А если мужчина пьет, то значит, ну, выпил, ты выпил, как бы ничего страшного. То есть у них получается из-за того, что общественное мнение так сложилось, женщинам очень, ну, то есть им сложнее с этим бороться, им сложнее с этого выйти, им сложнее признаться, прийти на лечение. То есть в этом все вот, как бы, ну, мне так кажется, то, что вот проблема в том, что мужчинам как бы легче в этом случае, их не так сильно, ну, как сказать, не так сильно их в чем-то порицают, обвиняют, да, обвиняют. Ну, вот по своим пациентам, которые к вам приходят на прием, вы уже ну, какие-то наблюдения определенные сделали, например, по женщинам? Почему вот у них начинается злоупотребление алкоголем? Ну, тут, как бы сказать, причин-то может быть много. Возможно, нету детей, или там какая-то вот определенная цель какие-то не достигли. Тут сложно сказать, что именно послужило катализатором именно к этому действию. Какая-то, ну, то есть комплексная какая-то тема, ну, то есть причина. И что-то помаленечку от всего сподвигло их к этому. Ну, тут четко нельзя сказать то, что вот из-за этого она стала пить. Ну, сложно сказать. А по наркотикам? Какая ситуация? Вот кто больше подвержен? Ну, вообще, к наркотикам подвержены, конечно, это молодежь 16 лет, ну, до 30. То есть, сказать, ну, то есть, да, они же, молодежь социализируется, они общаются, они, как сказать, ну, вместе гуляют, вместе общаются, и в этот момент кто-то, может быть, уже где-то попробовал. И ну, как бы он полностью свою группу друзей может к этому привести. То есть, если один человек из
из группы друзей употребляет наркотики, ну, скорее всего, вся группа тоже может попробовать, ну, хотя бы один раз. А так как мы знаем то, что наркотики могут привести к зависимости первого раза, то уже получается очень сильная вот, зависимость от наркотиков может сразу произойти. Ну и по алкоголю тоже. В зависимости, с кем они общаются, ну и есть ли в этой группе вообще человек, который когда-либо пробовал. А вот в попытках обратиться к вам за помощью, ну, тех, у кого уже привыкание появилось, есть ли тенденция, что таких людей становится больше, что люди понимают, что им нужна медицинская помощь, или вот в целом остается на уровне в целом многолетней статистики? Ну, вообще, конечно, людей стало больше, которые обращаются именно в стационар за помощью. И, ну, немногие как бы лечение проходит до конца. То есть у нас же есть дезинтоксикационная терапия, когда мы снимаем интоксикацию, то есть симптоматическая больше, да? И есть сенсибилизирующая, уже когда вот 5 дней он пролежал, дезинтоксикацию получил, и вот перевод на наркологическое отделение у нас есть на 3-м этаже. Туда перевод, и там могут они лежать до 21 дня. То есть там уже работа психологов, больше, ну, такая вот терапия, больше то, что вот направлено на то, чтобы снять тягу к алкоголю. И следующий этап – это у нас реабилитация. А вот люди больше всего поступают, когда им плохо. То есть у них, получается, у них похмельный синдром, им плохо, им кажется, что они вот-вот умрут, сердце остановится, приходят, дезинтоксикацию проводим, и они сразу же, хорошо. да, они уходят. И по новой. И по новой, да. То есть из этого может статистика и портиться, потому что один и тот же человек может приходить по несколько раз. Ну вот был ли на практике уже тот, кто приходил несколько раз, а потом раз перестал приходить, и все у него хорошо? Ну, как бы если он потом не пришел, мне хочется верить, что с ним уже все хорошо, потому что он перестал, потому что, ну, так таковой обратной связи нет. Они не приходят и не говорят то, что вот я уже не пью. Может, кто-то, но на моей практике такого еще не было. Ну вот если говорить про возраст еще пациентов, мы вот про пол обсудили, а про возраст. Вот какая основная категория тех, кто приходит в случае алкогольной зависимости и наркотической зависимости? И вообще, где есть риск начала злоупотребления той или иной продукции? Ну, вообще, при алкоголизме основной возраст это от 35, ну, от 30 лет до 40-45, такой возраст. То есть достаточно молодой, работоспособный возраст? Да. А если говорить по наркотикам, то это, скорее всего, молодой возраст. Уже люди, ну, с 18-20 лет, ну, до 25. Такой вот возраст, когда обращаются именно по наркозависимости. А вот по несовершеннолетним, как сейчас ситуация развивается? Не стало ли больше молодых людей до 18 лет, которые можно считать уже алкоголиками и зависимыми людьми? Ну, по ним очень мало. То есть не было такого, что вот повальное, ну, то есть поступление в стационар несовершеннолетних. В год 1-2 такие могут быть. В основном это они обращаются к медосвидетельствования. То есть они в состоянии алкогольного опьянения, их сотрудники полиции в клубах во время рейда, то есть привозят на свидетельствование состояния опьянения. Вот там, да, совершеннолетние, ну, то есть несовершеннолетние могут приходить. А именно на лечение в стационар, ну, совсем-совсем. Ну, у кого хроническое злоупотребление. Да, такого у нас в Якутске, по крайней мере, очень мало. Ну, в любом случае, психоактивные вещества, будь то этанол, будь то наркотики, они наносят вред в целом организму. Вот что первое попадает под удар? Ну, да, конечно, если говорить про наркотики, органы мишени в данном случае это все равно, ну, печень, все равно там метаболизируются все вещества, которые к нам поступают, головной мозг, сердце. Ну и метод употребления, конечно, тоже зависит. Легкие попадают или нет, то есть каким образом они употребляют. Если говорить по алкоголизму, то то же самое, то есть печень, сердце, головной мозг. Вот про головной мозг как раз, да, если уж поговорить. Насколько меняется личность человека, который злоупотребляет? Ну, вообще есть стадии алкоголизма же. 1, 2, 3.
именно деградация личности наступает на третьей стадии, когда уже, получается, у него идет, ну, то есть критика к собственному состоянию, к собственному здоровью очень сильно меняется. То есть такие люди, они не дают отчет своим действиям. И в таком случае есть такое понятие, когда есть, когда человек ну, долгое время употребляет алкоголь и в запое находится же, да? И есть такой истинный запой и псевдозапой. Псевдозапой — это когда вот человек употребляет алкоголь, у него заканчиваются деньги, и либо там ему с работы звонят, говорят, завтра не будешь, мы тебя уволим, либо жена говорит, не прекратишь пить, я тебя брошу, тогда они, да, бросают. А истинный запой на третьей стадии — никакие причины, никакие денежные, там, социальные, какие-то упреки не могут его заставить выйти, остановиться, да. И в этом случае, да, там идет деградация личности, критика снижается. То есть такого человека очень сложно лечить, потому что он даже после полного курса лечения он может спокойно выйти и в тот же день запить. То есть с ним нужно очень сильно работать. В первую очередь у человека должна быть мотивация. У таких людей мотивация уже очень сильно снижена. Ну, вот я просто вспоминаю сейчас учебник по психиатрии, в том числе раздел, связанный с наркологией. Там была такая табличка, градация, вот как раз по степеням алкоголизма. И вот было такое бытовое пьянство. Угу. И получилось так, что почти все 90% населения, кто хотя бы употребляет по праздникам, это бытовые пьяницы. Ну да, по статистике так и получается. Ну вот, то есть, в принципе, статистика и терминология с тех пор еще не поменялась. Нет, тут тоже есть. А вот кого можно отнести к алкоголикам первой стадии? Ну, вообще, если есть какая-то система у людей, то есть каждую неделю в пятницу после работы он, то есть все время, когда работает, с понедельника в пятницу, думает только о последнем дне, что выпьет. Если у него меняется настроение, если он пропустил пятницу, например, да, он становится раздражительным, злым, каким-то таким, то да, можно сказать, что он уже на первой стадии, такие люди. То есть не алкоголики — это те люди, которые вообще не пьют, по идее. А если уже выпиваешь, у тебя есть какая-то система своя, которой ты придерживаешься, то уже, можно сказать, первая стадия алкоголизма. Ну, тогда это, получается, все трезвенники, только не алкоголь. Да. Ну, понятно. Значит, по праздникам, если поднимаешь бокал, ты уже алкоголь. Ну, можно сказать, если ты случайно, вот вообще, то есть ты не планировал, и как-то получилось, что ты, ну, там, не знаю, раз в полгода выпил, то, я думаю, можно и себя не считать. Ну вот что касается вот как раз таки изменений в сознании, вот мы про алкоголизм-то сказали, а вот про наркотики. Ведь наркотики меняют сознание почти сразу Да. при употреблении. Вот насколько это опасно для человека, как оно разрушает нервы? Ну, если говорить про алкоголизм, то оно длится, то есть в течение 10 лет идет. Разрушение, психические нарушения. А у наркоманов оно, да, оно очень сильно, ну, быстро протекает, и абстиненция у них протекает, ну, то есть сильнее, то есть так называемая ломка. То есть у них же идет физическое и психическое, то есть оно проявляется сильнее, и им нужно постоянно, то есть, ну, употреблять, чтобы находиться. Например, те же героиновые наркоманы, они просто, чтобы существовать, чтобы нормально быть работоспособным, им нужно постоянно быть под наркотиками. То есть без наркотиков у них уже, то есть они уже не дееспособны. Ну вот если, допустим, родные и близкие заметили проблему с родственником, вот первый шаг какой они должны сделать? Ну, конечно, если вообще есть проблемы, они и заметили это родственники, то в первую очередь, конечно, нужно с ним поговорить, мотивировать то, что, ну и обратиться к наркологу, конечно, на консультацию хотя бы. Бывают такие ситуации, когда человек даже не поддается разговорам, а принудительное лечение у нас есть только в том случае, если этот человек представляет опасность для окружающих. А если он, допустим, дома пьет, да, никого не трогает, просто злоупотребляет и, ну, скажем, как у нас принято говорить, барагозит, и не более того, то, в принципе, только с его согласия это можно сделать. Вот как быть в этом случае тогда? Ну да, действительно, принудительное лечение именно по наркологии идет только если есть вред, ну, то есть вероятность вреда себе,
окружающим, если оставить его без лечения, с ним что-то случится. Только в эти 3 случая идет принудительное лечение. А по всем остальным, к сожалению, да, так есть. То есть если человек не хочет, приходит в стационар, его приводят родные, и он говорит, я отказываюсь. Если посмотреть на него, у него нет таких больших нарушений, то есть у него нет нарушения сна, у него нет никаких визуальных, слуховых нарушений. То есть и он в состоянии, например, сейчас в данный момент в алкогольном опьянении, то мы не можем его принять на лечение. То есть у него нету таких именно, как сказать, повода, чтобы лечь в стационарное лечение, у него нет. Ну вот от похмелья, например, умереть можно? Да, можно, конечно. Потому что похмелье с собой скрывает многие соматические заболевания. Сердечные, легочные. То есть на фоне абстинентного синдрома, когда и так человеку плохо, он, как сказать, дифференцировка основного заболевания, она нарушается. То есть сложно сказать, что действительно из-за чего он может, то есть что у него там действительно есть. Так что в таком случае, да, нужно приходить в стационар, самолечением заниматься нельзя. В основном там еще говорят, нужно водки налить или что-нибудь такое. Чтобы добить. Да. Лучше в таком случае сразу идти в стационар. Это повод, чтобы лечь на стационарное лечение. А дома хотя бы хоть какими-то препаратами можно снять? Не рекомендуется. Просто рекламы очень много по телевизору. Алкозельцер, там аспирин тот же самый и так далее. Вот насколько такое лечение может, наоборот, усугубить ситуацию? Очень сильно может усугубить. Потому что у нас же лечение не только симптоматическое, мы там не только снижаем давление, мы абстинентный синдром убираем. И если человек, то есть у него случился психоз, потому что психоз случается на 2-4 сутки после того, как он прекратил употребление. То есть он как будто нормальный, ничего не видит, не слышит, а на 2-й, 3-й, 4-й сутки может уже начать видеть, разговаривать сам с собой, с кем-то спорить, агрессивно себя вести, пытается напасть на людей. То есть это опасное состояние. В этом случае нужно сразу же, то есть если человек, то есть уже у него похмелье случилось сильное, на 2-е сутки оно не купируется, то в данном случае, конечно, нужно сразу обращаться в стационар за помощью. А вот что касается лечения зависимости, да, попал в стационар, и каким образом оно там протекает? И то, что я говорил, вообще первое это у нас дезинтоксикационная терапия. Я имею в виду, да, там стадии понятны, я имею в виду, какие препараты внутривенно, не внутривенно. Да, у нас идет, получается, обширно у нас от каждого человека, но для каждого человека все свое. То есть в зависимости, сколько он пил, возраст, вес, пол. То есть на каждого человека все индивидуально рассчитывается, и он получает свое лечение. Там получается, конечно, симптоматическое лечение тоже есть. Есть еще снятие абстинентного синдрома, гепатопротекторы, ноотропы для головного мозга. То есть тут уже считается у кого что. А вот кодирование, например, насколько эта мера эффективна для профилактики повторного употребления алкоголя? Кодирование идет уже на стадии реабилитации. То есть он уже прошел дезинтоксикацию, сенсибилизацию, и на 3-й стадии, получается, то есть он уже полностью пролечился, у него прошел психолога, он должен быть мотивирован. То есть человек без мотивации, который лишь бы, он может через день, на следующей неделе, через месяц запить. А те люди, которые мотивированы, в том числе и психологи, если родные его поддерживают, разговаривают с ним, то есть у него есть, что может потерять, чем-то дорожит, то да, такие люди могут очень долго. То есть кодировку получили, и больше года могут, даже 5-10 лет уже без алкоголя. А что подразумевается под понятием кодировка? Вводится специальный препарат? Да. Какой его механизм действия? У первых механизм действия, когда идет отвращение к алкоголю. То есть он выпивает, у него повышается давление, ему плохо, такие препараты. Второе, когда уже убирают именно
как сказать, чувство эйфории, чувство наслаждения от алкоголя. То есть они выпивают алкоголь и ничего не чувствуют. То есть два препарата, которые именно вот вшиваются, они вот под это и есть понятие кодировка. Угу. Вот вопрос есть от телезрителя. Мой отец алкоголик с большим стажем. Сейчас ему удалось побороть зависимость. Мотивация избавиться от этого недуга стал неприятный случай, который произошел с внуком. Из-за того, что дед решил немного выпить, оставшись с внуком, ребенок был предоставлен самому себе. Открыл дверь в подъезд, и благополучно на лестничной площадке его заметила соседка. Несмотря на то, что ребенок относительно взрослый, 7 лет, но все же история случилась. Тогда дед прозрел и уже 2 года не выпивает вообще. Но внука мы его не оставляем. Вот у меня такой вопрос, на который... Ответ хочется человеку получить. Сказать, существует ли наследственная предрасположенность к таким заболеваниям? Я вообще не пью, но боюсь за детей. Ну, вообще, да, наследственная предрасположенность есть. Угу. Ну, тут надо смотреть вообще, как говорили, вообще его окружение, его, с кем он общается. И профилактику нужно проводить не в школе, ну, мне как-то кажется, а вот именно в семье. То есть все должно исходить из семьи. И чем раньше об этом говорить, если ему показывать какие-то вот, даже читать об алкоголизме, говорить про негативные факторы, которые приводят, то, что вот вред здоровью. Потому что, ну, сами знаете, то, что когда вот смертность идет, в основном там идет по соматическим, то есть он умер от сердечных заболеваний, от легочных, но предпосылки к этому, что послужило катализатором, это может быть и алкоголь. То есть от алкоголя намного больше людей умирает. То есть да, в конечном итоге, конечно, какой-то орган отказывает или какие-то нарушения, но именно того, что он злоупотреблял, то, что человек долгое время употребляет, это все к этому привело. То есть они, наоборот, усилили это. И надо об этом говорить детям, то есть чтобы они именно с малых лет сразу к этому, то есть об этом знали. И не нужно стесняться об этом говорить. И не нужно с ними там вместе выпивать, давать попробовать, ну и показывать вообще. А вот что такое семейная созависимость? Семейная созависимость — это когда один человек очень увлечен жизнью другого, можно сказать. Когда для него все отходит на второй план, и полностью он сосредоточен только на своем, ну, то есть муже, жене, сыне, дочке. А при алкоголизме, получается, такие люди, да, они в основном, они тоже могут стать алкоголиками. Например, если муж пьет, то жена тоже может запить через какой-то промежуток времени. А если жена пьет, то муж 100% запьет. То есть такое тоже есть. Интересно. И как тогда быть? Ну, тут на очень первой сложно. стадии сразу реагировать? Ну, тут на первой стадии, если кто-то уже, у него есть алкоголизм у человека, то очень сложно, конечно. То есть это же закрытая семья, оттуда ничего не выходит, никто ничего не говорит. Но тут сложно сказать, если есть только родные, близкие, которые заметят это. Вот еще есть один вопрос телезрителя. Моя мама работала на скорой помощи в 90-е годы, тогда они жили в Центральной России. И чтобы у меня не было желания выпивать, она однажды взяла меня на смену. Как раз привезли людей с алкогольным и наркотическим опьянением в Ломки. Мне хватило несколько минут, чтобы осознать, насколько это страшно. Вот как вы считаете, может, для профилактики стоит показывать подросткам все как есть? Ну, такой есть еще вопрос. Мне тоже кажется, что нужно показывать все как есть. Потому что дети, они же впечатлительные. И первое впечатление, которое остается, может даже сыграть очень хорошо в данном случае. То есть они могут в память это все запечатлить и потом принести это с собой всю жизнь. То есть даже не притронуться к алкоголю или к наркотикам. Мое личное мнение, конечно. Ну, а вот на вашей памяти, да, вот, которые приходят пациенты с абстинентным синдромом отмены, особенно наркоманы, насколько страшно смотреть на этих людей и насколько им можно доверять в первые дни после начала лечения, когда они начинают говорить: все, я уже выздоровел, у меня все хорошо, отпусти меня. Вообще, да, конечно.
У нас есть палата интенсивной терапии. Туда попадают люди, конечно, вот уже тяжелой степени, когда они уже, то есть они галлюцинируют, они могут разговаривать сами с собой, они лежат, то есть в бреду. Через 2 дня они выходят, и они говорят, со мной все хорошо. Я хочу выйти, выпишите меня. Но в таком случае, конечно, мы их сразу не уписываем, смотрим, отправляем мочу на ХТИ, на тест, чтобы определить, какой наркотик именно был. И после того, как приходят результаты, после того, как он уже то есть получил полноценное лечение, после этого только в первые дни они могут всячески уговаривать, говорить о том, что мне хорошо, все, я понял, больше никогда не буду. Но в таком случае сразу на слово верить нельзя. Только когда врач-нарколог посмотрит, удостоверится, поймет, что вот есть какой-то прогресс в данном случае. После этого только. В каком случае ставится человек на учет? Вообще, человек, который пришел в стационар, у него уже есть, то есть он уже ставится на учет сразу же. Но у нас также есть и анонимное лечение. То есть это лечение, когда человек получает тоже лечение, то есть независимо анонимное, не анонимное, лечение все одинаковое. А в конце просто на диспансерное наблюдение не берется. А платно, не платно? Платно. Вот отличие тогда, что если на диспансерном учет, то это бесплатно, а если просто попался в такую ситуацию, но хочешь сохранить это в тайне, будь добр заплатить. Да. Угу. А вот тех, кто встал на учет на данный момент вот с этим диагнозом, запросы же от госавтоинспекции приходят, да, в последующем они могут лишиться прав. Вот что им нужно для того, чтобы восстановить свои права? Получается... Сколько времени там должно быть? На диспансерном наблюдении они будут находиться 2 года. Угу. То есть первый год они ежемесячные приходят, отмечаются у врача-нарколога. Второй год это раз в 2 месяца. То есть они полностью проходят отметку, у них берется, то есть анализы берут тоже, смотрят, употреблял ли он алкоголь, употреблял ли он наркотики, смотрят на биохимию, на печеночные показатели. То есть если у него все в пределах нормы, алкоголя, наркотиков нет, то отмечает. То есть все с ним хорошо. Он отмечается, и через 2 года он уже может пойти и пройти медкомиссию на права. И после этого он опять же снова проходит экзамен в ГАИ, и после этого только получает свои права. То есть это минимум 2 года. Там еще как он быстро все это сделает. Спасибо большое, что сегодня нашли время и подошли к нам в студию. И поговорили мы на очень важную тему, на самом деле, потому что мы знаем, какое огромное количество семей, к сожалению, разрушается из-за того, что кто-то в этой семье злоупотребляет или алкоголем, или наркотиками. Страдают не только супруги, но и в целом близкие. И папы, и мамы, и дети. И поэтому чем раньше выявишь эту проблему, раньше обратишься к специалисту-наркологу, тем больше шансов на то, что этой проблемы можно будет миновать. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Петр Афанасьевич Дичковский. Мы с ним говорили о проблеме алкоголизма и употребления наркотических веществ. Думаю, тема очень важная еще раз, интересная. Вы можете посмотреть ее и в повторе на канале Якутия-24, также в нашем канале в социальных сетях. На этом программа подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем обо всех деталях в сфере здравоохранения. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья. До свидания.